Российская экономика в наступающем году будет медленно восстанавливаться после шокового ковидного 2020 года, когда весенний карантин не просто затормозил рост ВВП, а привел к его отрицательным значениям. Эксперты ожидают возобновления роста экономики по мере того, как пандемия COVID-19 будет отступать, но, скорее всего, он окажется ниже официального прогноза Минэкономразвития. Главные надежды экспертов на 2021 год связаны вовсе не с экономическими факторами, а с вакцинацией. Она должна внести определенность и запустить хотя бы восстановительный рост экономики, отмечая, что главный повод для осторожности и оптимизма в 2021 году – это динамика вакцинации. Если она пойдет достаточно высоким темпом, то как минимум восстановительный рост неизбежен. Тем временем правительство России приостановило госзакупки импортных масок. Ограничение не распространяется на страны Евразийского экономического союза. Запрет на госзакупки импортных медицинских масок будет действовать до 31 декабря следующего года. Ранее в Минпромторге заявили, что потребности населения и компаний в масках покрываются за счет российских производителей. Однако из-за снижения спроса они вынуждены сокращать производственные мощности. По данным ведомства, максимальная среднесуточная потребность населения и организаций в масках – 10 миллионов 800 тысяч штук. Российские производители выпускали на максимальных мощностях до 21 миллиона масок в сутки. Весной на фоне роста распространения коронавируса образовался дефицит медицинских масок. А в июне глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что удалось наладить производство и полностью обеспечить страну средствами защиты. Российские банки в ноябре резко сократили выдачу кредитных карт до минимального, начиная с июня, количества – 691 тысячи карт. Так, в ноябре выдача сократилась на 8,2%. Одновременно с этим впервые с июля уменьшился средний кредитный лимит по картам на 4,6% до 66 200 рублей. В результате денежный объем выдачи кредитных карт в ноябре снизился более чем на 12% по сравнению с предшествовавшим месяцем – до 46 миллиардов рублей. Эти изменения связаны с политикой в области управления кредитными рисками. Уточняется, что кредитная карта остается наиболее сложным видом банковского кредита для потребителей. По данным Центробанка, российские банки в ноябре в целом нарастили розничное кредитование на 0,7%. А на начало декабря долги россиян перед кредитными организациями оцениваются почти в 20 триллионов рублей. Тем временем более миллиона российских пенсионеров значатся должниками по кредитам, сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов России. По информации на 1 ноября 2020 года 1 миллион 300 тысяч должников, в отношении которых принято решение о взыскании задолженности, достигли пенсионного возраста. Всего же за 10 месяцев текущего года судебные приставы взыскали со всех должников 111 миллиардов 300 миллионов рублей. Ранее в Госдуме в окончательном чтении приняли законопроект о защите бизнеса и пенсионеров от взысканий за долги. Закон позволит защитить имущество и средства пенсионеров от взыскания в период пандемии и после нее. Пожилые люди могут получить рассрочку по выплате кредитов, страховых взносов и займов на 2 года. При этом сумма долга не должна превышать 1 миллион рублей. Эксперты назвали профессии, которые рискуют стать ненужными уже в ближайшие 10 лет. Речь идет о бухгалтерах, водителях-дальнобойщиках и таксистов. Спрос на бухгалтеров падает на фоне роста цифровизации и массового перехода на электронный документооборот, а водителей в будущем могут вытеснить беспилотники. Также эксперты отмечают, что в ближайшие годы невостребованными на рынке труда рискуют оказаться преподаватели иностранных языков. Это во многом тоже связано с развитием технологий. Изучение языков уже сейчас для многих становится хобби, одновременно с этим растет эффективность электронных сервисов для перевода.